Окунуться в мир легенд и мифов Древнего Востока. Такую уникальную возможность предоставляет своим посетителям Государственный музей имени Костеева, где открылась выставка произведений прикладного искусства Китая, Японии и Индии. В экспозиции 65 экспонатов выставлены из фондов музея. Среди них графические живописные работы, а также редкие образцы прикладного искусства. Все они знакомят зрителей с древними легендами и мифами Поднебесной, страны восходящего солнца и индийского субконтинента. Как говорит куратор выставки, на древневосточные экспонаты можно смотреть часами и все равно находить в них что-то новое, открывать для себя детали, которые незаметны с первого знакомства. Легенды и мифы, они привлекают людей с древнейших времен, они сочинялись еще в века магии. Здесь у нас будет возможность почитать эти легенды. Конечно, не все, но тем не менее очень многие легенды написаны, и их можно почитать. Произведения, представленные здесь, они с 16 по 19, по 21 даже век, 21 век. Последние произведения представлены 2003 года. Основную часть выставки составляет работы китайских мастеров. Здесь можно увидеть не только скульптурные изображения Будды, Лао Цзы, Конфуция, но и знакомиться с историей создания первой мировой религии, даоцизма и философским учением конфуцианства. Одной из ценных в экспозиции является китайская фарфоровая ваза с надглазурной росписью, датированная XIX веком. История ее создания связана с легендой о прекрасной богине Запада Сиванму, празднующей свой день рождения один раз в 1000 лет. Легенда гласит, что именно такое время необходимо для созревания волшебных персиков, растущих в ее саду и дающих бессмертие. Зрители также могут познакомиться с красавицами Поднебесной, популярными при дворе императоров династии Мин. Они изображены на свитке, выполненном неизвестным художником по шелку растительными красками в XVI веке. В экспозиции объединены как предметы ритуальные, связанные с какими-то храмовыми, религиозными культами, так и предметы, которые можно было видеть, в общем-то, в повседневной жизни, в быту людей, живущих на Востоке. И, безусловно, я думаю, что действительно каждый предмет, каждая вещь наполнена символами, знаками, с очень большим множеством смыслов. Одним словом, каждый посетитель выставки сможет погрузиться в философский, эстетический мир древних цивилизаций, где многие другие интересные экспонаты расскажут о встрече Нового года, фее-магу, фантастических животных и драконах, героев китайских мифов. Выставка продлится до 10 сентября.